Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Кому вы разбили сердце? Кто этот мужчина? Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя. Ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Итак, настраивайтесь. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, возможно, эту отсыпочку посмотрит много людей, да, разных людей. Просто здесь показали 3 мужчин, 3. У кого-то все 3 с разбитым сердцем из-за вас, у кого-то вот 1, 2. В общем, я вам сейчас все опишу, а вы уж там сами отталкиваетесь от своей жизненной ситуации. Но вот первым мне показывают мужчину несвободного. Тут 100% женат, семья, крепко так женат. Там и дети есть, и, как полагается, да, возможно, браку уже там лет 10-15, либо детей в семье много. Мужчина несвободный, мужчина, который себя буквально вот заставляет от вас отвернуться, мужчина, который себя истязает, заставляя отказаться от вас. Вы для этого мужчины, просто вот мечта всей жизни. Вы для него как лучик тепла, лучик света. Вот как, знаете, до вас он как будто бы не жил, как будто бы во сне, как будто бы в бреду. Не было ни смысла жизни, не было ни тепла, ни любви, ни нежности, ничего не было. Просто вот как биоробот жил, да? И тут он встретил вас, и голова закружилась, и вот этот поток любви его понес. Но поскольку есть семья, поскольку есть обязательства, еще раз говорю, там как крепкая семья, как все повязаны между собой, может, еще и чувства были раньше какие-то, такие вот, знаете, это не про любовь, нет, это больше про обязательства, про дружбу, про то, что они там на одной волне были, да, вот такое было. Но там как бы особой любви не было. Там, может быть, все началось даже с того, что они поженились из-за того, что девушка забеременела. Вот. И вот он думал, что так нормально, все так живут, там сходятся, привыкают друг к другу, живут как друзья. Вот. Никаких особых там интимных радостей, эмоциональных радостей у него в жизни не было. Вот. Встретил вас, и нашла коса на камень. Сердце, душа прям рвется, вырывается из груди вот к вам. Кем угодно, не знаю, ковриком под ваши ноги, шарфиком на ваши плечи, вот кем угодно, заколочкой ваших волос. Он готов быть кем угодно, вот лишь бы с вами. С вами он как будто бы крылья обретает, с вами он как будто бы там, не знаю, на глазах молодеет, там 20 лет сбрасывает. С вами он по-настоящему живет, он чувствует вкус этой жизни, когда он рядом с вами. Я уж не знаю, может быть, у вас и роман с этим мужчиной, а может быть, как искры летают между вами, тоже может быть. И он как будто бы себя сам по рукам, по лицу бьет постоянно. Вот приди в себя, но нельзя, да. А душа-то просит, сердце-то ноет, да, вот к вам просится. Во снах он счастлив, он герой, он вместе с вами. Вы ему снитесь, буквально каждую ночь. Мечты, очень много всяких желаний у него относительно вас. Но он как сам себе запрещает. Уж не могу сказать, что он там себе надумал, но запрещает. Как вы к нему относитесь, я не могу сказать. Я этого не вижу. Потому что с вашей стороны вы как будто бы от него ширмой закрылись. Просто вот закрылась и все. Может быть, вы не испытываете к нему каких-то эмоций, да, вы просто понимаете, что начальник на работе глаз на меня положил. Но на самом деле это не глаз положил, а влюбился как мальчишка, понимаете?
Может быть, вы были с ним в отношениях, там, тайных отношениях, вот, но он как бы не мычит, не телится, и вы такая, ну все, с меня хватит, меня это не устраивает. Может, вы поссорились, я не знаю, вы от него ширмой закрылись. Может быть, мысли о нем тоже доставляют вам некий дискомфорт, некую боль. Может быть, как заблокировали вы его, либо как-то вопрос ребром поставили. Мужчина понимает, что надо что-то предпринимать, потому что без вас ему не жить. Вот в прямом смысле слова не жить. И если он вас потеряет, ну, буквально в этот момент оборвется его жизнь. То есть нет смысла жить дальше. Уже ничего не радует, понимаете, ни деньги, ни дом, ни дети, ничего не радует. Ему нужна только вы. Не свободный человек. Давайте я еще, наверное, сейчас карты, если найду. Вот они. Посмотрю. И вас жалко, и его жалко. Ну, если бы он вам предложил и сказал, да, я вот разведусь, и мы будем вместе. Ну, бывает такое в жизни, что люди влюбляются, ну, как бы с нелюбимым человеком счастлив не будешь. Но я так понимаю, что он, наоборот, делает все, лишь бы от вас отдалиться. Да? Либо вам так себя показывают, что я вот типа там не готов, не могу. Вот. Ну и вы ширмой закрылись от него. Но сердце, конечно, у него разбито. Чем дальше вы от него, тем больше боли. Давайте посмотрим, будет ли он действовать. Нет, давайте посмотрим так, на что он готов ради вас, да, на что пойдет. Нет, вот на что пойдет, вот хороший вопрос. Стоит ли вам вообще про этого мужчину думать и его рассматривать, если понимаете, кто это? На что он пойдет ради вас? Ой, ну тут так показывают, что он и развестись может, да, потому что и коса, и метла, он даже может развестись, бросить свое гнездо, развестись, даже как-то порвать семейные узы и сойтись с вами дерево посадить. Он может ради вас развестись. Скорее всего, такие мысли уже его посещают, да, либо ну, вот как-то он об этом задумывается. Ну вот почему-то карты говорят, что он-то развестись может, но вот чтобы с вами вступить в брак, там какие-то могут быть проблемы, сложно вам будет до этого дойти. Либо вы счастливы будете, только если куда-то уедете вдвоем, да, уедете, все оставите, там счастливы будете. Может быть, это семья будет как-то там, да, общественное мнение, кто-то будет на него там давить. Пока будущее не видно, оно в тумане находится, судьба пока не показывает. Но вы должны знать, что у вашей пары, вот если мужчина не свободный, очень много врагов будет. Врагов, которые будут, ну, оказывать давление, сопротивление. Хорошо, стоит ли вам думать об этом мужчине? Стоит ли вам как-то поддерживать связь с этим мужчиной? Да? Вот что карта скажет, стоит или нет. Ну, конечно, сложно сказать. Но тут неоднозначный ответ. Если вы его любите, то вы пройдете это все. Вы вместе пройдете через, ну, сложную дорогу, да, потому что и развод очень сложно будет даваться, очень много, ну, как противников будет этому разводу, очень много людей будут как-то, знаете, неуважительно относиться. Если вы его любите. Если вы его не любите, ну, либо как бы понимаете, что, ну да, как бы страсть была, интерес был, но так, что прям любить его, нет. Тогда, девочки, будьте умнее, зачем вам все эти проблемы, не загоняйте себя, вы будете счастливы с другим человеком. Вот такой вот ответ, да. Хорошо, давайте посмотрим, будет ли он сам действовать, да, еще такой вопрос хочу задать, будет ли он сам действовать в вашу сторону. Ну, заякорит вас, будет вам обещать там все и сразу. У вас будет такое ощущение, что он вас на паузу ставит, да, вашу жизнь на паузу ставит. Он вам все время будет обещать, что вот-вот я там поговорю, я разведусь, я 5-е, 10-е, я начну.
И так это все будет тянуться, канитель какая-то бесконечная. То есть там, ну, порядочно лет нужно потратить, чтобы от него дождаться. Да, видите, он такой: люблю, не могу, все, там горю, сердце разбил, но семья там очень крепкая. Уж не знаю, что их объединяет, может, там имущество, деньги, что какие-то семейные узы, может, они родственники, либо там семьи уже так сроднились, что очень сложно это все будет разорвать. Но, кстати, его семья, его родители, там, братья, сестры тоже как-то очень против вас будут настроены, тоже будут палки в колеса ставить. Девочки, если вы его не любите, отпускайте, с Богом отпускайте, как-нибудь он справится. Это не ваша головная боль. Если вы говорите: люблю, не могу, ну тогда готовьтесь, придется очень многое перетерпеть, и нужно будет прям сражаться, биться для того, чтобы быть вместе. Там нужно будет пройти просто адские ворота для того, чтобы вам быть вместе. И то счастливы вы станете только если вы куда-нибудь далеко уедете и порвете все отношения и связь, ну, с тем местом, где вы сейчас проживаете, да? Только так идет. Так, второй мужчина очень похож на родного мужчину. Очень похож то ли на отца, то ли на брата. Вы знаете, как будто бы, ну, кровь одна. Может, сын у кого-то отыграется. Здесь то ли общения нет, то ли ссора очень крупная произошла, то ли человек вас обидел. Но сердце разбито. Вот знаете, вот эта боль, что вы там не общаетесь, боль о содеянном, она не дает спокойно этому мужчине жить. И у кого-то даже может отыграться, что этого человека уже нет, а человек при жизни не успел попросить у вас прощения. Например, там отец мог обидеть, там, оставить в свое время, не участвовать в вашей жизни. Там, либо брат мог как-то там тоже плохо поступить с вами. Ну, вот как родная кровь идет. Может, сын плохо поступил. Вот от того, что не попросил прощения, от того, что нет общения, у человека разбито сердце. Здесь как бы уже полное принятие вины, полное осознание, только, ну как, не исправишь, да, либо нет возможности сейчас все исправить. И вот этому вашему родному человеку, мужчине, очень тяжело без вас. Вот прям совесть прям душит, понимаете? Вы тоже, вот знаете, как и во снах приходите, и постоянно вот что-то напоминает о вас, что-то напоминает. Может быть, там, ну, рандомные какие-то девушки там на вас похожи, либо когда слышит имя, как у вас, прям аж подскакивает, понимаете? Сердце разбито, потому что человек не попросил прощения, потому что нет вашего прощения у этого человека. Ну, вот как не общаетесь, да. А если человек отправился в мир иной и не попросил прощения, то душа очень сильно мается из-за того, что прощение не получено. Если человек жив и, ну, вы готовы, например, простить, понять, простить, принять, миритесь. Миритесь, и все-таки с родными нельзя ссориться, да. Каждый может ошибиться. И люди все-таки, пусть не все, но приходят к осознанию и нуждаются в этом прощении. Да, люди могут меняться. Крайне редко это происходит, но люди могут меняться. Так, и третий мужчина. Третий мужчина мне идет как из вашего прошлого мужчина. Мужчина, который сейчас очень много наблюдает за вами, следит за вами, как будто бы собирает информацию о вас. Мужчина, который в прошлом имел возможность с вами быть самым счастливым, но по своей глупости, либо по какому-то недоразумению, ну как ошибка, да, он выбрал быть несчастным без вас. Может быть, кто-то вмешался, может быть, он сделал неправильный выбор, может быть, он послушал чью-то злую волю, да, может быть, сам вот как дурил, что попало, творил. Человек, который надеялся на счастье не с вами, но с другой, ну, либо на то, что, в принципе, он счастливым станет, как бы вопреки всему, но который все проиграл, все потерял. Когда вы были вместе, этот мужчина, ну, он как принимал вашу любовь как данность, да, то есть не придавал какого-то особого значения, веса, может быть, даже не особо верил в вашу любовь, считал, что, ну, как бы так, вы говорите, шутите, да. Вот. Но когда вас потерял, вот столкнулся с жесткой реальностью, понял, что никому он не нужен, что никто не будет его так любить нежно и преданно, как вы,
что никто не будет в него вкладываться, никто не будет его жалеть, никто не будет его опекать, прощать ему никто не будет. Да? Ну, суровая реальность его, конечно, отрезвила. Но теперь к вам у него путь закрыт. То есть, смотрите, вот как я вижу, что вы его тоже любили, и что то, что вы чувствовали, вот разбитое сердце, муки, страдания, боль, теперь как бы на него перешло. Вы-то выздоровели от этой любви, вы нашли в себе силы жить дальше, а он нет. Он наоборот таки, чем дальше и дольше от вас, тем сильнее его вот это чувство и сожаление, и оплакивает, да, он вас оплакивает, потерю вас оплакивает. Сердце у него разбито, ну, потому что он больше никому не нужен, потому что ни с кем он не может построить нормальные отношения, в принципе, не может построить отношения. Слишком он такой эгоистичный, слишком многого он ждет. Скорее всего, вы его разбаловали. Вот, поэтому он за вами наблюдает. Ну, давайте посмотрим, будет ли он действовать. Да? Какие-то шаги будет делать, чтобы вернуть вас, вернуть вашу любовь. Что вам все время клевер идет, скажите мне, пожалуйста. Ой, ну, как крыса будет за вами наблюдать, изучать, но путь к вам закрыт. Закрыт и сейчас, и через время. Интересно, конечно. Нет, путь к вам закрыт однозначно. И еще карты говорят, что он сейчас живет с какой-то очень хитрой, коварной женщиной. Вот, в одном доме они проживают. Может быть, это его нынешняя пассия, может быть, это его мама. То есть, куда он вас позовет, куда он вас приведет, да? Некуда. Сейчас еще глянем и все. Он вам будет писать, да, он будет писать, пытаться вывести вас на эмоции, там прошлое подкидывать вам, копаться в воспоминаниях и чем-то интриговать он вас станет. Как, знаете, звать на встречу, на общение. Девочки, нет, все, нет. Нет, тут сама судьба против. Знаете, мне даже кажется, что сама судьба отвела этого человека от вас, потому что он бы испортил вам жизнь, он бы обрек вас на страдания. Нет, не стоит, не стоит. Давайте посмотрим. Счастье. Где ваше счастье? Что вам все время клевер идет? Я хочу понять, где ваше счастье? Кто ваше счастье? Так. Счастье у вас, ну, можно сказать, на пороге. Следующий год для вас будет очень счастливым. У вас идет создание семейных отношений и проживание в общем доме с очень серьезным мужчиной. Мужчина состоявшийся, состоятельный, авторитетный. У кого-то даже отыграется, что на букву «М» его будут звать, либо фамилия какая-то медвежья у него будет. Человек, который не только подарит вам свою любовь, но и мне идет, что будет вас и оберегать, и защищать, и вы на его территории будете. Да, он обеспечит вас жильем, достойным образом, уровнем жизни. А вот это прошлое, что вот сейчас вам там болит, да, о ком вы думаете, вспоминаете, вы полностью похороните. Если вы до сих пор болезненно переживаете развод, который произошел в вашей жизни, вспоминать не будете, у вас вот счастье на пороге. Следующий год для вас будет очень счастливым именно в личной жизни. Мужчина очень классно идет. И вы знаете, он сам идет. Его даже искать не надо, он сам к вам идет. Мужчина очень серьезный. Но он все время будет говорить: давай поженимся. Вы такая: ну нет, ну давай подождем, ну куда мы спешим? Он такой: нет, давай жениться, давай жить вместе, давай то, давай сё. С этим новым мужчиной вы действительно по-настоящему заживете. Вам счастливой быть. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.